Урметлі достар, бізім яйынымыз девам ете. Мультфильмнің невбеттегі қысмыны енді ярын сейреті білесіңіз. Бүгінлік ісе олды балаларны мектепке яда университетлерге йолламаға мүмкін. Бізім яйынымыз ісе ажайып субетнен девам етечек ве бұл субет девамында біз ажайып өлі нағыш мевзусы мы, яда тыкув мевзусы мы. Тыкыжы, әлбетте. Бұлармен әпсінен таныш алacakмыз. Демек, келіңіз субетімізге дәветлісіңіз. Evet sevgili dostlar, usta bugün bizim stüdyamızda teşrif buyurdu. Güzel bir tekıcı ve aslında şu zenat men belesem evvel ezelden hem de halkımız için ait olan bizim güzel kadın kızlarımızga da ait olan. Şunun için tamam böyle güzel kızlardan birisi bizim stüdyamızda ama işte o böyle bir tek-tekıcı değil, endi birçok yarışlarda da iştirak etti. Endi Cumhuriyetimizni de hatta bir sıra seviyede takdim etti. Keliniz onun tez tanış olayıq. Bizim stüdyamızda sevgili dostlar tanış olunuz. Ahmetjit Hizmet Etuv ve Dizayn Колледжінің talebesi Azize Sanjelin. Selam алейкум. Selam алейкум. Sabah şefiniz hayırlı olsun. Sağ olun, sizге de şay olsun. Как настроение? Как начинается ваше утро обычно? Как началось? Настроение очень хорошее, погода такая хорошая, тепло. Утро начинается у меня с зарядки, так как у меня профессия такая сидячая, и если долго сидеть, болит спина, затекает, так что с зарядки утро начинается. Завтракаете по утрам? Да, конечно. Это обязательно, да, тоже? Да. Обучаетесь в колледже, и вот хотелось бы узнать, почему выбрали именно это направление? Вот очень такое интересное направление. Да, как бы не все, да, вроде хотят, а может, на самом деле все хотят. Я просто не знаю. Я, например, вот лично я не хочу заниматься таким. Я сразу говорю, потому что я парень. Мне это не свойственно. Хотя я знаю, что многие мужчины тоже занимаются. Так вот, поподробнее. Почему вы выбрали, может, это семейное? Да, когда я была маленькая, я видела, как канашка сидит, шьет. Мне очень нравилось, сидела, наблюдала за ней. И когда я немного подросла, я уже точно знала, что хочу именно пойти на эту профессию. Затем закончили школу, выбрали для себя колледж сферу услуг и дизайна. Да, закончила 11 классов и вот пришла именно сюда. Потому что по Крыму это единственный колледж, где обучают именно кроить и шить. И расскажите, как пошел, вы сейчас уже являетесь студенткой второго курса, правильно? И расскажите, как проходили вот ваши начальные, да, начальные стадии обучения, потому что зачастую мы выбираем какую-то профессию, да, например, не всегда она нам нравится потом в процессе обучения. Не пожалели ли? Нет, конечно, не пожалела. Вначале было, конечно, тяжело, нелегко, но со временем, с каждым занятием все привыкаешь, втягиваешься в это дело, и уже очень нравится мне. Азизе Ханым, свои первые работы вообще помните? Да, конечно. Первая работа мы шили себе форму для практических занятий. Потом это была юбка, на себя шили. Там уже брюки, платья, кофточки всякие. То есть сейчас, в принципе, вы можете любой сложности выполнить работу, да. Так? Нет, а непосредственно до поступления в колледж? Да, в детстве. Возможно, еще когда только поняли, что будете швеей, что шили? Первый опыт это был на маленьких куколках. Да, даже я шила для кукол, да, стоит отметить. Потом переделывала одежду старую, Анашкины платья распарывала, на себя переделывала. Как реакция родителей? Она мне сама давала эти платья, помогала. То есть поддерживала вас с самого детства, да? Сейчас уже вы только обучаетесь, либо уже есть у вас заказы, и можно сказать, что вы уже профессиональная швея. Шьете для кого или для кого шьете? Нет, я, конечно, шью для родственников пока, так как заказы еще серьезно не могу брать, учеба пока времени не хватает. А так уже сметался, после учебы уже хочу серьезно заказы принимать, шить. Выбрали для себя какое-то конкретное направление, что хотели бы шить? Сейчас очень популярно шить вечерние платья для девушек, либо это будет что-то другое, кардинальное. Выбрали для себя? Да, я хочу шить женские коллекции, брюки, юбки, платья вечерние. Это больше классический стиль будет получаться? Или... Ну, смешанный. Ага. А вообще, вот следите за новинками моды? Да, конечно.
То есть можно сказать, что вы не просто швея, а в дальнейшем вы будете дизайнером, который будет проектировать свои модели и воплощать их в жизнь. Да. Азия Ханум, я сказала нашим телезрителям до нашей беседы, что вы не просто обучаетесь, а уже показываете свои успехи на республиканском уровне, и вот скоро покажете на всероссийском. Участвовали недавно в конкурсе. Расскажите нам, что это за конкурс? Конкурс называется WorldSkills Россия. Проходил первый этап у нас здесь в Крыму. Он проходил где-то 3 дня. Мы шили жакет женский на подкладке за 8 часов, юбку, которую должны были сами размоделировать, раскроить за 6 часов, и декор изделия, зарисовка модели и макетирование, наколка на манекене. И вот у нас было 5 участников, и вот я заняла первое место, и теперь поеду в Иваново участвовать дальше, представлять Крым. Отлично. Откуда узнали вообще об этом конкурсе и почему решили принять участие? Был ли какой-то страх, возможно, либо были уверены? И в процессе конкурса уже какие были переживания тоже? Крым начал участвовать в этом конкурсе недавно, несколько лет. Вот. Ну, сначала было очень страшно, переживания, но учителя помогали, подсказывали нам, указывали на ошибки. Вот. Ну, конечно, были очень большие переживания. А вы сказали, что вот первое задание, оно длилось 8 часов. Да. Или это было ограничение только 8 часов? Вы, возможно, сделали быстрее. Я сделала быстрее. Я пошила жакет за 6,5 часов. Это был лучший, да, результат, наверное? Ну, я первая закончила. А кто был в жюри, кто оценивал работу? Жюри приезжало с Москвы, Першина, и наши учителя, эксперты. Московские гости, скажем так, как оценили вообще уровень подготовки всех участников? Что они думают о нашей школе шитья, скажем? Она нас очень похвалила, довольна нашими результатами, сказала, что мы держим планку. Она была довольна. То есть, в принципе, сегодня Крым достойно может своих портних представлять на таком большом уровне, да? Да, конечно. Конкурс в Иваново, как он будет проходить? Знаете ли, что вас там ждет, либо это держится в таком Контрольное секрете? задание нам еще не дали. Нам сказали, что расскажут за месяц до конкурса. А так мы пока приблизительно только знаем, что нужно пошить платье, которое мы сами должны размоделировать и раскроить за 9 часов. 9 часов. Да. Ничего себе. То есть, в принципе, любой девушке на заметку, что хороший портной, хорошая швея за 9 часов может сделать шикарное платье. Да. Так ли это на самом деле, да? Да, конечно, но это если отработанные лекала, без примерки. То есть это стандартный, да, образец, а в любом случае нужно под фигуру, да, еще. Ну да, фигура у каждого разная, и по-любому нужно будет подгонять под фигуру. Я понял. А вы сказали разработать модель, раскроить. То есть для этого всего вам нужно еще и рисовать. Да, у нас учат рисовать, эскизирование. Мы должны зарисовать модель, которую должны пошить, и именно по этой зарисовке воплотить ее в жизнь. Вообразимо просто. Я сейчас представляю, сколько работы. 8 часов. Там Такой 9 даже. объем работы, да. А это же сидеть столько часов. Да, ну на самом деле 9 часов пролетает очень быстро, когда шьешь. Азия Ханум, ваша профессия, по вашему мнению, насколько она сейчас актуальна, востребована, развивается ли вообще в целом индустрия моды, да, скажем так, потому что уже, безусловно, швея на сегодняшний день это не просто швея, да, как мы отметили, это дизайнер, который помогает человеку создать его образ. Насколько эта профессия актуальна, насколько вы посоветовали бы, например, тем, кто хочет связать свою жизнь с этой профессией, все-таки уделить внимание именно ей? Она очень актуальна, потому что все хотят быть неповторимыми, чтобы не было такой же одежды, как у остальных. Будет работа всегда у швей. Воплощать в жизнь всякие коллекции, что-то новое постоянно, новые направления. Какие у вас планы на будущее, помимо, скажем так, конкурса, да, к которому вы сейчас активно готовитесь? Что еще, какие задумки, идеи у вас на ближайшее? Я хочу развиваться, повышать свою квалификацию. Хочу поработать в ателье, набраться опыта, а потом сметался открыть свое дело. Дом моды, да? Дом моды, Азизия. Показ.
Весна, осень. Да, потом Милан, Париж, ой, понесется, столько дел, столько дел. Азия Ханум, что бы вы хотели пожелать сегодня нашим телезрителям, всем, которые смотрят нас сейчас? Какие у вас слова с утра? Пожалуйста. Чтобы воплощали свои мечты в жизнь, чтобы добивались того, чего хотят. Главное не бояться, рисковать, потому что это самое главное. Потому что если не рискнешь, потом будешь жалеть всю жизнь. Да, это Очень хорошие самое слова. главное, да, вот после Чохсауны келгеніңіз үшін. Желаем успехов в Иваново, чтобы вы Да. там всех победили, чтобы вы там всех опередили, чтобы вы Шили самое красивое платье. самое красивое. И ждем вас, конечно же, после Иванова в студии у нас с победой. Мы в этом даже не сомневаемся. Чохсагон. Чохсауны келгеніңіз үшін. Да, кетменіз. Да, кетменіз, да. Урметті достар, біздің yayınımız ise devam etti. Nefbeteki kısım endi taqdim etilmege hazır. Kelin sonra beraberlikte seyir ettik.